касается мэр Грозного Лечит Дудаев, сегодня прибудет в Киев. Его намеченные ранее встречи с украинскими политиками и предпринимателями пока откладываются. Весь минувший день Дудаева ожидали представители Народного Руха и делегации украинской столицы. Однако он так и не появился в киевском аэропорту. По сведениям Интерфакса, в телефонном разговоре с чеченским представителем на Украине Лечит Дудаев обвинил в этом инциденте Россию. Репортаж из Киева. Прибывшим в киевский аэропорт Борисполь представителям Народного Руха Украины и киевской госадминистрации так и не удалось встретить в назначенное время мэра чеченской столицы, племянника Джохара Дудаева, Лечи Дудаева. За ворота аэропорта пропустили только сотрудницу киевской мэрии. Делегация Народного Руха топталась за воротами и готовилась к встрече. Пока не признали правительство, то мы хотим, чтобы признали партии, признали города, признал народ, а после этого дело за правительством не станет. Представительство Чечни в Украине было в недоумении. Лечи Дудаев должен был вылететь из Москвы, где встречался с московским мэром Юрием Лужковым. Киевская, Львовская и Одесская встречи были на грани срыва. Чеченская диаспора успокоилась только тогда, когда связалась по мобильному телефону с Лечи Дудаевым, сидевшим в московском аэропорту. Прилет в Киев был перенесен на 10 часов позже. Успокоившись, работники чеченского представительства в Киеве не скрывали главной цели визита. Мы настроены на развитие дипломатии как независимого государства. Мы не можем подгонять, скажем, правительственные структуры других стран. А так почва для признания, на наш взгляд, вполне готова. Просто нужно искать первого. Пополудни встречающие разъехались в надежде встретить чеченского гостя ближе к вечеру. Однако вечером Лечи Дудаев в Киев не прибыл. Работники Бориспольского аэропорта даже объяснили причину. Она оказалась технической. В подробности никто не вдавался. Правда, и многочисленные встречи в Украине никто не отменял. Александр Аченко, Илья Гнедыш, телекомпания «Новый Мол Киев», специально для НТВ.